В эфире абхазского телевидения программа «Аман». Название передачи говорит за себя. Мы в поиске истины. Здравствуйте. Кто-то говорит истина в вине, кто-то совсем не верит в эту истину. А христиане считают, что истина в Боге, как сегодняшний гость нашей программы Герман Марщан. Герман в студии для допроса. Представляю его досье. Здравствуйте, Герман. Добрый день. Вы ощущаете холод в этой комнате? Конечно. Это для того, чтобы вам было некомфортно. Спасибо. И чтобы мы докопались до истины. Вы готовы ответить на мои вопросы? Возможно, они вам не понравятся. Да, готов. Начинаем. Конечно. У меня будет 10 вопросов. И учитывая, какое количество будет правильных ответов, вы можете пройти следующий этап нашей программы, там, где вас ждет молодежь. Да, понятно. Начинаем. Первый вопрос. У вас есть тайна? Скорее нет. Да или нет? Нет. А пагубная страсть? Да, я думаю, много. Влияет ли на вас ваше дворянское происхождение? Думаю, что нет. Священнослужитель или служитель церкви может заниматься политикой? Я не думаю, скорее нет. Нет. Вы будете голосовать на предстоящих президентских выборах? Вот не знал, как ответить. Не хотел, но думаю, что придется выполнить. Да или нет? Скорее да, да. Да. Уже определились, за какого кандидата? Пока даже не знаю, кто из кандидатов. Нет. Нет, пока нет. Вы готовы простить человека, предавшего вас? Да, конечно, и не раз. Вы испытывали сильную любовь? Сильной любви к человеку, наверное, нет. Нет. Значит, вопрос «она была взаимной» тоже. Ну, соответственно. Вы могли бы взять в жены мусульманку? Вот при наличии первого условия, то да, если бы это было какое-то особое чувство. Спасибо за ответы. А что, уже 10? Да. Как быстро. Да, детектор нам говорит, что вы были с нами искренни. Поэтому я приглашаю вас в нашу большую студию «Аман». Там нас ждет молодежь, и у них есть к вам вопросы. Спасибо. Здравствуйте. Представляю вам нашего сегодняшнего гостя, служитель церкви Герман Марщан. Немного расскажу о нем. Родился Герман в Сухуме в 1977 году. После школы окончил Московскую духовную семинарию, затем Московскую духовную академию. Работал секретарем Совета Сухум-Абхазской епархии. В настоящее время секретарь Совета Священной Митрополии Абхазии. Это малая часть его биографии. А дальше вы можете узнать сами. Герман, я представляю вам нашу аудиторию. Это мои соведущие, молодое поколение журналистов. Я думаю, их вопросы будут интереснее моих. Я надеюсь на это, ребята. Начинаем. Кто первый? Здравствуйте, меня зовут Щезина. И у меня такой вопрос. Чем христианин, который исповедуется и причащается, отличается от того, кто просто покрестился и считает себя христианином? Добрый вечер всем. Если он христианин, он, соответственно, член церкви. А церковь в переводе с греческого слова «экклесия» означает «собрание». Собрание людей. Собрание людей, которые верят в Господа Иисуса Христа и, соответственно, обладают вот всеми теми привилегиями, которые Господь оставил людям после своего боговоплощения.
Причастие и исповедь – это возможность стать сопричастным божественной жизни. А стать христианином, как это просто покреститься, это все равно, что вот у вас есть какие-то группы, да, по интересам, предположим, или дружба, да, вот какое-то количество людей дружит. И единожды человек пришел, поздоровался с вами, и все, вы его больше не видели. Является ли он членом вашего сообщества, вашего коллектива, разделяет ли он ваши интересы? Вы даже этого не знаете, потому что вы его никогда не видели. То, что вы сказали, есть такая проблема, и в церкви даже иронизируют по этому поводу, что людей мы видим 3 раза в жизни в церкви. Когда человек крестится, становится членом церкви, когда он венчается, вот. И третье, это, к сожалению, когда мы провожаем его в последний путь. Участие в церкви – это общение с Богом, прежде всего. И, естественно, с такими же христианами, как и ты. Вот если этого участия, то есть общения нет, то нет и приобщенности, нет причастия. Спасибо. Следующий вопрос. Меня зовут Хамидан Гумба. У меня такой вопрос. Все люди ищут доказательства существования Бога. А вы как к этому относитесь? Мы же не требуем доказательства существования наших родителей, наших друзей. Почему? Потому что мы их видим, мы с ними общаемся. Ну и, собственно говоря, само общение раскрывает для нас возможность удостоверяться в существовании других людей и самого себя. Здесь то же самое, ведь человек потерял связь с Богом в результате собственного греха. А значит, что должно произойти, чтобы у человека возникла опять возможность убедиться в реальности существования Бога? Что нас отделяет от Бога? Нас от Бога отделяет собственная греховность. Мы Его не слышим, мы не видим, мы не соприкасаемся только по одной причине. Он свят, а мы греховны, и мы коснеем в своем грехе. Так люди, собственно говоря, за историю своего существования состряпали так называемые несколько доказательств бытия Божия. Но они все логичны, они имеют отношение к человеческому уму. Мне бы не хотелось говорить о том, что к сухому восприятию имеет отношение, потому что Бога мы воспринимаем душой. И искать Бога вовне никакого смысла нет. Вы найдете Его внутри себя. Сам Господь об этом говорит, что Он стоит и стучит, и ждет, когда Ему откроют двери. Поэтому все всегда в руках, в области веры, все всегда в руках человека. Раскрыть свою душу и начать общение с источником любви, а Иоанн Богослов говорит, что Бог есть любовь, и это самое важное в жизни человека. Тогда вся его жизнь не окажется бессмысленной. Спасибо. Следующий вопрос. Мы часто слышим и от друзей, и от родственников, что некоторые говорят: я верю в Бога, но не верю в церковь. Как вы к этому относитесь и как быть людям, которые не верят в церковь, а верят только Богу? Это правильно вообще? Церковь – это все-таки объединение людей, верующих в Господа Иисуса Христа. Поверьте мне, не эта одежда, то есть покрой и фасон, да, определенный, не какой-то внешний облик, она не приобщает к церкви и не делает участником церкви. У людей возникает такое отторжение, когда они видят несоответствие этих жизней церковных религиозных организаций тем постулатам, которые они исповедуют, например, заповедям. Не соответствует деятельность религиозной организации заповедям. Конечно, человек остерегается вхождения в это сообщество или в эту религиозную организацию. Это проблема носителей веры. Это не проблема людей, которые находятся вне церкви. И она везде, повсюду, повсеместно, она не только в Абхазии. А между тем Господь Иисус Христос нам говорит в Евангелии: где 2 или 3 собраны во имя Мое, там Я посреди них. Он не говорит ни о богатстве, ни о силе, ни о влиянии религиозных организаций. Если мы не будем подходить формально, потому что часто мы подходим формально. Это покреститься и считать себя членом церкви, это тоже формализм такой своеобразный. Мы ищем красивые храмы,
мы ищем пышные торжественные богослужения, мы ищем проявление какой-то мирской силы в церкви. А ведь всего этого не нужно, это все душе никак не поможет. Я недавно смотрел интервью одного известного американского журналиста, он является верующим человеком, он мусульманин. Он брал интервью у ученого американского, соответственно, он был атеистом. Вот у него спрашивает журналист, он говорит, что должно произойти, чтобы вы поверили в Бога? Грубо говоря, если вы увидите образ Бога на облаках, там, в воздухе или где-нибудь еще, вы поверите в Бога? Вот у меня такой вопрос. Вы видели образ Бога когда-нибудь? Когда мы открываем Священное Писание, первая книга о сотворении человека, она говорит о том, что Адам и Ева, первые люди, были созданы по образу и подобию Божьему. Поэтому, смотря в зеркало, встречая людей, вы, безусловно, видите образ Творца, запечатленный в создании. Это первое. Второе. У нас есть религиозная живопись. И она сохраняет для нас образ воплощенного Бога, Господа Иисуса Христа. Это живопись, это один момент. А я имею в виду образ Бога как живого существа. Вам являлся когда-нибудь? Вот. Вы имеете в виду связь с Творцом как с живым существом, имея обратную связь, полноценную коммуникацию. Общение с Богом, Может быть, наверное, не общение, такой контакт. а просто он вам когда-нибудь являлся, чтобы вы, могли 100% сказать, что Бог существует. Я говорю о Творце только исходя из своей веры. Да, только исходя из своей веры, которая... Вы знаете, как отец Павел Флоренский говорил, что вот в советский период атрофировали особую часть головного мозга, которая отвечала за веру. Но это, конечно, ирония, как вы понимаете. Но если говорить серьезно, то образ Творца, я еще раз повторюсь, человек встречает в самом себе. Вот есть нечто, что объединяет человека и Бога. И вот не может общаться человеческое зрение, потому что, вы меня простите, то, что мы называем человеческим зрением, это такой узкий спектр, этот ученый должен был знать, в который не входит огромное количество того, что происходит в нашем мироздании. Вот мы видим очень узкий диапазон, световой очень узкий, совершенно узкий. Да? Многие даже животные видят намного больше, нежели мы. Если касается нашего уха, это же чувство, да? Мы сейчас о сенсуалистике говорим. Если касается уха, то мы тоже слышим очень-очень маленькие. Мы не слышим ультразвуки, все остальное, что выше, это вы вот специалисты, вы даже больше меня в этой области знаете. Что касается осязания, всех органов чувств, которыми наделен человек, чтобы сказать, чтобы Бог раскрыл свою природу вот этому ограниченному существу, это было бы очень, как бы, согласитесь, это как бы очень странно было бы, да? И самое главное, почему человек не видит Бога? Сердце окаменело, сердце не раскрыто. Пожалуйста. Что такое чудо? Вы встречались с чудом когда-нибудь? Когда человек наблюдает чудеса в этом мире, для меня чудо – это жизнь, которую я вижу. Потому что я знаю, что она сотворена, и ничего подобного мы больше нигде никак не увидим. И мы несем за это ответственность. Для меня этого всегда остается вполне достаточно. Когда человек в своей жизни видит какие-то чудесные явления, которые он не может объяснить с точки зрения логики, законов, в том числе разума, да, он, да, воспринимает это как чудо, но есть одна такая вещь. Человек очень быстро к чудесам привыкает. И дальше все воспринимает как само собой разумеющееся. И хорошее, и плохое в его жизни, и в жизни его близких. И поэтому просто нарушение каких-то естественных... Вот видели насыщение 5000 людей 5 хлебами израильтяне. Да, они увидели, они поели, им было это приятно. Они увидели лидера, и даже готовы были пойти за ним. И всего через несколько дней они кричали: «Распни его, Пилату». Видели чудо, и что? Привыкли. Да, привыкли. Совершенно верно. Душа человека, она коснеет в своем состоянии. И поэтому даже череда чудес ничего не меняет. Церковь однозначно утверждает, самое большое чудо – это изменившийся человек. Это раскаявшийся грешник. Это блудный сын, вернувшийся к своему отцу в отчий дом.
Следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Сабина. Вот у меня такой вопрос. Часто мы слышим, вообще говорят, что при крещении, когда дают имя, то есть то, что дал батюшка, чужие люди, посторонние, не должны знать это имя. То есть человек должен это имя держать при себе. Это какое-то поверье, какой-то сглаз, или вот как вы к этому относитесь и что это вообще? Почему чужие люди не должны знать имя, которое дали при крещении? Что такое изменение имени? Изменение имени, ну вот вы молодые люди, вы знакомы с кинематографом, с современной жизнью, когда человеку меняют имя, да, вот, когда он идет, предложим, по программе защиты свидетелей, да, вот, почему? Потому что у него начинается новая жизнь. Изменение имени кардинально меняет саму жизнь человека. И почему монахи во время пострига, точно так же, как и люди во время крещения, получают новые имена? Да? Было у него одно имя, в крещении он получает другое. В постриге получает третье даже. Да? Почему? Потому что монашеская жизнь, она совершенно отделена от мирской, это совершенно новое в его жизни. Так было в древности, и так продолжается и сегодня. На самом деле, конечно, имя дается в честь небесного покровителя, святого, житие которого становится близким для человека, жизнь которого становится близким для человека. И вот в отличие от того, что мы называем сегодня кумирами, которые сегодня есть, а завтра нет, сегодня мы в них как бы не разочарованы, завтра вполне возможно наше мнение относительно них изменится по мере взросления и изменения. Вот то же самое происходит и здесь, но тут имя не меняется, потому что это такой маяк, имя святого или святой, который вы носите, да, это такой маяк, который светит вам в любое время, и днем, и ночью, и в непогоде, когда у вас хорошее настроение, когда плохое. Это такая связь, которая может объединять вас с Царством Божьим, да, вот такая посредническая связь, которая поддерживает человека на плаву. Имя это не то, что нельзя называть другим, это имя сокровенное, это твоя новая жизнь, и называешь ты его обязательно, когда подходишь к чаше с причастием. Почему их нельзя называть? Их можно называть, и христиане, даже идя на смерть, называли их язычником и так принимали мучения. Вот, например, святой Пантелеймон, в честь которого у нас собор, да, он менял Пантелеон, да, он был в язычестве, и Пантелеймоном он стал многомилостивым, он стал в крещении и называл именно это имя. Ничтоже сумняшися, называйте его при любых обстоятельствах. Еще я хотела бы сказать, ребят, Герман служитель церкви, но он разносторонний человек. Вы можете что-то еще спросить, не только о религии. Еще один вопрос у меня. Есть вещи, которых вы боитесь вообще в жизни? Конечно. Чего вы боитесь? Фобии, страхи, они сопровождают меня, как и любого человека, на протяжении всего светового дня и тем паче ночи. Да, конечно. Вы знаете, с течением времени я могу сказать, что возникают страхи, да, вот они связаны все более с другими людьми. То есть с близкими, с родными, знакомыми. Вот сказать, что я беспокоюсь и боюсь за самого себя и как-то вот переживаю и так далее, я, наверное, уже вот этого все меньше и меньше происходит. А вот относительно других, да. Вот страхи, они связаны, ну, наверное, как и у всех, со здоровьем, с деятельностью родных и близких. Вот, и скорее вот эта область. Спасибо. Вот еще один вопрос. Хотела спросить у вас о венчании. Вот часто я наблюдаю, что молодые люди, молодожены, то есть венчаются сразу поженившись. Это правильно или они должны пожить сперва несколько лет, прийти к этому? Или же это сейчас модно, или это... Вот как вы к этому относитесь? Это вообще все правильно? больше благодарен вам за эти вопросы, потому что дают возможность раскрывать очень серьезные вещи. Вы знаете, если мы обратимся к этому таинству, одному из таинств венчания, да, мы о нем откуда узнаем? Из Евангелия, из брака Симона Канонита, вот, где Господь, собственно говоря, впервые нам своим присутствием в браке освящает
союз мужчины и женщины и показывает, что это не что-то плохое, греховное или что-то, освящает его, показывает, что это чистое и святое. Это союз самый древний, этот союз мы наблюдаем в раю. Это единственный институт, в отличие от общества и государства, это единственный институт, который организован в раю. Да, и вот эти слова «и оставит человек отца и мать свою и прилепится к жене своей», да, они даны еще самим Господом там, в райском состоянии, которого мы даже представить себе не можем. Поэтому ничего греховного здесь нет. Теперь, что касается самого венчания. Таинство венчания сегодня, к сожалению, совершается достаточно формально и наспех. То есть, да, люди знакомятся, чаще всего женятся, и даже ЗАГС предваряет таинство венчания, как вы знаете, сожительствуют, и потом на каком-то этапе вдруг возникает эта мысль, да, они узаконить для перед лицом церкви. На самом деле все было совсем иначе. Христиане, парень, девушка, предположим, да, когда они объединялись в брачный союз, они приходили к епископу и спрашивали его благословения. Когда епископ, я говорю о истории 1700-800-летней давности, вот так как это зарождалось, епископ давал это благословение, естественно, брак же не сразу заключался. Парень и девушка обменивались знаком брачным. Он и сегодня есть, только он сегодня секулярный. Это кольцо. Да? Вот они обменивались кольцами. И вот это обмен кольцами назывался обручение. Сегодня он очень формально проходит. А обручение от венчания, они отстранены в таинствах. Они не должны совершаться вместе. К сожалению, сегодня они совершаются вместе. Для чего вот сам процесс обручения совершался? Перед всей христианской общиной парень и девушка свидетельствовали о том, что они хотят заключить брак. И затем следовало какое-то время, в котором можно было испытать это желание со стороны чувств, твердости намерений, возможности вообще быть вместе и так далее, и так далее. Этих слов Герман, вообще не смею было. вас перебить, просто чтобы мы перешли к другому вопросу. Коротко скажите, наши граждане, молодые люди, которые венчаются, они осознанно это делают? Это надо спрашивать у них, да, осознанно ли они подходят или Можно нет. ли осознанно Но в 20 лет к этому Но подходить, то, к что они венчанию? дают обет, это налагает на них обязательства, потому что обеты они дают не перед людьми, а перед Всевышним. Все-таки я бы хотела еще послушать историю о вас, поэтому у меня к вам такой вопрос. Вот мы сейчас видим, каким человеком вы являетесь, верующий в Бога, служитель церкви. Но как вы к этому шли? Какое было у вас детство? Допустим, были ли вы сложным ребенком, непослушным? Какой был у вас характер? И такой вопрос к этому же. Обычно подростки попадают в какие-то ситуации, там драки, ссоры, недопонимания. Были ли у вас такие ситуации, попадали ли вы? Наверное, были все то, что вы перечислили, скорее всего, конечно, я был живым человеком, безусловно. Да, детство было счастливым, детство было замечательным и безоблачным. Сказать, что там вот в период детства были какие-то там в чем-то ущемления или еще что-то, я бы не сказал. Оно было наполненным, оно было жизнерадостным, оно оставило самые светлые вот в моей жизни воспоминания. Это что касается детства. А тот путь, который шел к вере, какие-то традиции религиозные, христианские, я думаю, как и у многих, наверное, в Абхазии, вряд ли это какая-то особая семья, да, они были. Также праздновали Рождество, Пасху, вот со всеми этими. К бабушке знакомые приносили просфоры из церкви, вот в детстве пробовал их. Сказать о том, что это была какая-то церковная, осознанная, глубокая жизнь, там вот прям вот в храме, при алтаре и так далее. А что случилось, что вы пришли в церковь? Пути, которыми Господь ведет к себе, они действительно неисповедимы, а где-то вот уже на изломе крушения вот этого социалистического государства, да, советского, уже была некая свобода, и публиковались книги, которые были запрещены в Советском Союзе. Это прежде всего Священное Писание, оно публиковалось то за рубеж, завозилось в Советский Союз тайными всякими путями, то протестанты как-то подпольно печатали их. Вот. И вот попалась книга, которая доселе не попадалась, в библиотеке ее не было. Вот, хотя было очень много книг, но вот Библия не попадалась. И, конечно,
вот это вот буквально столкновение со Словом Божьим, оно для подростка было очень серьезным, потому что ни в какой художественной или научной, тем паче литературе, я первое впечатление вам сейчас озвучу, я не встречал так часто повторяющееся слово «Господь Бог». Это было, оказывается, Господь, это не что-то там, а это реально действующая личность. И это меня поразило. Потому что в той литературе, которую мы проходили в школе, да, ее не было. Там Господь как-то был отстранен. И это, конечно, а потом была еще одна книга, репринтное издание такого русского священника дореволюционного Серафима Слободского «Закон Божий». И вот большое количество молитв, которые я там увидел, они тоже на меня произвели большое, конечно, впечатление. И, может быть, ну вот и родные тоже, вот я всегда вспоминаю, как перед сном и утром моя бабушка, она вот совершала молитвы, читала «Отче наш», вспоминала всех своих детей, внуков и так далее, и так далее. Вот этот образ, он, конечно, с течением времени становился все ярче и понятнее. Оксана Топагова, у меня такой вопрос к вам. Вы дворянского происхождения. Это как-то отражается на вашем поведении, образе жизни в работе? И еще у меня такой вопрос. Что вы думаете об Апсвара? Современные абхазы должны жить по принципам Апсвара и соблюдать Апсвара? В семье моих родных не выпячивалось, не обсуждалось и не рассматривалось. Вот так, чтобы люди сидели и говорили, вы знаете, мы дворяне. Ничего такого никогда не было. И мне кажется, что это правильно, это хорошо. И это не только, зависело не только от того, что это было советское государство, где все были равны. Вот. В то же время должен вам заметить, что окружающие, конечно, никогда не дают забыть. Вот. И я помню этот случай, когда мои однокашники из Абхазии даже в московской семинарии начали распространять эту информацию. И это, конечно, было очень так удивительно для всех остальных. И одно из действий, которые мы там совершали, вот лично у меня были такие дежурства, вахтенные дежурства в Московской духовной академии. Вот, и как-то вот я открывал ворота для проезжающей машины, оказывается, проезжал ректор, архиепископ Евгений, которого по дьякону, это мне потом уже сообщил, что вы знаете, говорит, ваше высокопреосвященство, а это вот представитель княжеского сословия вам дверь открывает. Он говорит, да, такого я еще в своей жизни. Вот. Но знаете, слава Богу, что я не знаю, как там с коммунизмом, но церковь — это все-таки организация, в которой все эти сословные вещи, в том числе касающиеся происхождения, неважно, где они, в какое время о них говорится, они не имеют ровным счетом никакого значения. Мы все равны перед Всевышним, и поэтому там гордиться о чем-то, это, конечно... А что вы думаете об Апсвара? Что касается Апсвара, то это, конечно, удивительная вещь. Это удивительная вещь. Мне кажется, это вот тот стержень, на который нанизано то, что мы называем сегодня абхазским этносом. Это стержень. Я должен вам сказать, что, как мне кажется, у каждого народа этот стержень есть. По-разному может называться. Сегодня, как мне кажется, когда говорят об Апсваре, говорить об этом нужно, но, вы знаете, то же самое, что и в церкви. Если ты поступаешь и ведешь себя в соответствии с определенными правилами, традициями, установлениями, об этом не надо напряженно кому-то что-то вдалбливать. И с другой стороны, если ты вообще далек от норм, да, то, конечно, ты тратишь больше энергии, больше сил, чтобы другой соответствовал твоим представлениям. Это же касается... При этом ты сам не соответствуешь. Да, речь именно об этом. Говорить о проблеме неписанного правила, кто-то говорит, что вот нужно записать и сдать вот учебники. Друзья мои, мы все в школе учились, вы знаете, как мы относимся к учебникам и так далее, и так далее. Вот у нас в церкви было то же самое. У нас был закон Божий, да, и потом произошла революция. Да, вот было православное государство, все дети обучались в церкви. И что? И произошла революция. Эти дети выросли и стали разрушать храм. Это ни в коем случае нельзя допустить по отношению вот к этой собственной идентичности.
самое большее, что можно сегодня сделать для сохранения и продолжения наших традиций, это самим им соответствовать. Вот тогда не нужно будет и много говорить, с одной стороны, и с другой стороны обвинять молодежь в том, что она вот отбилась и куда-то там ушла. Никуда она не ушла, она вся рядом с нами. Кстати, что вы думаете о нынешней молодежи? Не та аудитория, которая здесь находится в целом, потому что вы используете интернет, вы зарегистрированы в социальных сетях, и наверняка вы там видите, может быть, детей своих знакомых. Что вы думаете о современной абхазской молодежи? Ничего не могу сказать в адрес сегодняшней молодежи, тем более плохого. Да? Это обычные дети. Самые обычные дети, это не потому, что мы в церкви всех называем детьми Божьими, не только поэтому. Самые обычные дети с теми же детскими рефлексиями, с теми же представлениями, которые вот в процессе формирования, конечно, меняются, иногда диаметрально, но мы с вами тоже через это проходили. Поэтому очень хороший потенциал. Они пытаются соответствовать определенным требованиям взрослых. Они пытаются, как могут, да, это же процесс формирования, они пытаются следовать традициям, они пытаются быть продолжателями, это все видно. Да, у них появились новые возможности, это замечательно, появились гаджеты, появились вот эти, интернет появился, да, вот. У нас есть вопрос от оператора, поэтому я попрошу задать вопрос Сергей Каджая. Озвучивай свой вопрос. Оператор Сергей Каджая. Что вы думаете по поводу строительства мечети в Абхазии? Вы за или против? Да, очень хороший вопрос, спасибо. Вы знаете, в Абхазии должна быть построена мечеть, если здесь есть люди, которые в этом нуждаются. Это безусловно. Я не вижу никаких по этому поводу, я не знаю, препятствий в этой области. Потому что вот у нас большое количество храмов, да, это же культовые сооружения, в которых объединяются люди. Люди приходят в храм. Когда-то было время, когда храмы были под запретом, люди собирались тайно. Вот я знаю, допустим, мне рассказывал отец Давид, когда не было храма в Гудауте, тайно ночью собирались прихожане, даже монашеская община существовала в советское время, тайная, куда люди вот ночью стекались, совершали молитвы и потом днем шли на работу. И никто не знал о том, что один из учеников глинских старцев вот это возглавлял. Если в Абхазии есть мусульманская община, да, вот Ума, она вот существует, и ей необходимо какое-то пространство, что такое мечеть? Это же здание. Если есть необходимость в помещении, конечно, она должна быть. Это обычный камень, крыша которой должна покрывать людей, которые молятся. Не на улице же они будут совершать и отправлять свои. Другое дело, что я слышу, я понимаю, почему этот вопрос задан, что тут как бы и политизируют этот вопрос, и национализируют этот вопрос, и так далее, и так далее. Мне кажется, что в корне нужно обрубать все это и по разным углам разводить всякие религиозные и политические представления. Это разные вещи. И еще завершая нашу беседу, мы уже вышли за рамки времени, поэтому я хотела бы задать такой вопрос. Он банальный вопрос, но и тем не менее от вас хочется услышать ответ. Что самое главное в жизни? Что на этой земле самое главное? К чему должно стремиться человечество? Вы знаете, все должно вернуться и вернется на круги своя. Вернется на круги своя. Первая книга Библии называется «Генезис», происхождение, то есть возникновение мира. А последняя книга называется «Апокалипсис», конец. Вот мы с вами находимся на каком-то промежутке, и мы не знаем, в каком промежутке. Очень легко, зная историю происхождения мира, и священную историю, очень легко найти свое место в этом пространстве. Мы движемся, мы произошли от Творца, и мы движемся обратно к Творцу. Это каждый раз видно на примере отдельно взятой жизни, когда человек рождается, живет и умирает. И также существует и все общество. Апокалипсис – это конец несуществования жизни, это конец греху, это конец смерти. Любое начало имеет логическое завершение. Герман, у нас
Такие правила. Да. После беседы вы подождете нас в другой комнате, а с ребятами мне надо пообщаться. Они будут голосовать, поверили ли они вашим ответам. Да, конечно. конечно. Мне Похлопаем Герману. Спасибо. 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 Спасибо вам. Спасибо. Я считаю, что религия должна делать нас лучше. Может быть, вы пока молоды для таких вещей. А почему вы не задавали вопросы о личной жизни? Значит, вам было интересно услышать о религии. Тоже ваш выбор. А теперь переходим к основному. Вы слушали внимательно, я видела. Вам надо проголосовать. Поверили ли вы сегодня Герману Маршан? Голосуем. Спасибо вам большое. Я надеюсь увидеть вас в следующий раз в нашей студии, потому что вы умеете задавать интересные вопросы и слушать своего собеседника. Удачи! Герман, когда вы покинули нашу студию, мы общались с ребятами. Они выразили свое мнение по поводу нашей беседы. Но о чем конкретно я вам рассказывать не буду. Вы сами посмотрите будем передачу. ждать. Пусть это будет для вас сюрпризом. И у меня такой вопрос. Какой вопрос вы ждали, но не озвучили, молодые люди? Я благодарен вот сегодняшней молодой публике, что не было вопроса о конфликтах. Это просто замечательно, это верх дипломатичности с их стороны. Я от всей души, от всего сердца за это благодарю. Вы имеете в виду внутрицерковный конфликт? Да, вот взаимоотношения священнослужителей, которые иногда бывают не совсем слаженными. Хорошо, тогда и я спрашивать не буду. Попрошу вас оставить свой автограф на память. Спасибо вам большое. Спасибо за интересные ответы. Вы можете высказать свои пожелания нашим телезрителям. Я попрощаюсь. Большое вам спасибо, Анна, за приглашение на сегодняшнюю передачу. А наших телезрителей я хочу поздравить со всеми прошедшими праздниками, и новогодними, и Рождеством, и с наступающим праздником Крещения Господня. Всех вам благ. Это была программа «Аман» на Абхазском телевидении. Увидимся в следующую субботу. До свидания.